Принятием новой конституции, по которой страна следует вот уже 2 года, одним из основных пунктов стала судебная реформа. Коснулась она всех судов. В первую очередь был восстановлен институт Конституционного суда. До этого он был упразднен и работал лишь как палата при Верховном суде. Но на практике Конституционный суд был необходим, поэтому при обсуждении проекта Конституции члены Конституционного совещания подходили к этому вопросу взвешенно и рационально. Достаточно было много споров, но тем не менее пришли к единому мнению все разработчики. Конституционный суд это однозначно надо восстановить и определить состав судей 9 человек. Конечно, на мой взгляд, состав Конституционного суда большинство должно быть, на мой взгляд, это ученые. Они принимают такой умный, справедливый решение. Я думаю, наш Конституционный суд тоже к этому идет. Обращение Конституционный суд, обращение наших граждан каждым днем растет. Народ начал понимать, какая статья Конституции, которая касается непосредственно гражданам, должны обеспечиваться со стороны власти, со стороны правительства нашей страны. С принятием новой конституции была создана благоприятная платформа для укрепления судебной системы. Восстановленный Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции. Конституционная палата не обладала всеми полномочиями суда. Сейчас же, в соответствии с действующей Конституцией, Конституционный суд является отдельным судом, отдельным институтом, который рассматривает те или иные вопросы, а именно конституционность законов и любых нормативно-правовых актов, которые принимаются в Кыргызской Республике. Поэтому возвращение института Конституционного суда является прогрессивным шагом в деле конституционализма в Кыргызской Республике. Судейский корпус Конституционного суда состоит из 9 членов. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам. Они имеют неприкосновенность и за исключением явных нарушений законов и совершенных преступлений. Обращаться в суд за установлением нарушенных конституционных прав могут как граждане, так и государственные органы. Была такая необходимость создания специального органа контроля, охраны Конституции – это Конституционный суд. Вот сейчас посмотрите, 97-я статья Конституции Кыргызской Республики, мы там намного расширили полномочия Конституционного суда. Те требования, которые имеются в основном законе, в основном мы правильно исполняем положения, нормы Конституции, от этого зависит стабильность общества, стабильность политика правовой системы Кыргызской Республики. Вот поэтому такой орган, как Конституционный суд, должен быть у нас в Кыргызстане. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства, предусмотренных законом. Порядок организации и деятельности судов определяется конституционным законом. Конституционный суд, его состав, судебная реформа, все это вот показывает, что действительно вот последние годы у нас диктатура закона устанавливается. Все вопросы решаются на законном основании, на основе Конституции и конституционных правовых нормативных актов. Я думаю, в этом плане это все оправдано и надеюсь, что они дадут хороший результат. Именно Конституционный суд, в отличие от всех прочих судов, вправе отменить закон или иной нормативный правовой акт в случае признания его неконституционным. Надежда Усова, Азамат Кадыртуктоев, Ала-Тоо 24.